Угу. Может, там попозже подключатся ребята. И, думаю, подключились те, кому интересна наша сегодняшняя тема. Не стесняйтесь задавать вопросы. Вопросы можете пока написать в чат, и потом вам специалисты ответят. Сегодня у нас выступает многофункциональный центр, специалисты отдела аналитики и внедрения сопровождения услуг. Ларова Анастасия Владимировна, Лилия Владимировна Ли и Алексеева Марианна Валерьевна. Так, сегодняшняя тема у нас меры социальной поддержки. Так, кто первым начинает? Меня слышно, да? Слышно, слышно. Да, слышно. Здравствуйте. Меня зовут Ларова Анастасия Владимировна. Мы сегодня расскажем про меры социальной поддержки. Мы говорили, что сегодня расскажем про выплаты, там, льготы, пособия для семей с детьми. То есть интересно будет для тех, тем людям, у которых есть дети, а также мы хотели рассказать про основные документы, про паспорт, СНИЛС и восстановление этих документов. Начнет нашу беседу, скажем так, Лилия Владимировна. Она расскажет про услуги, про комплексные услуги. Слушаю. Лилия Владимировна. Добрый день, уважаемые слушатели вебинара. Вы, конечно, знаете, что когда в семье рождается ребенок, в первую очередь родителям необходимо зарегистрировать факт рождения ребенка в органах, получить свидетельство о рождении. В офисах Центра «Мои документы» предоставляется услуга по государственной регистрации рождения. Но эта услуга предоставляется в наших офисах только в двух случаях, если родители являются гражданами Российской Федерации и зарегистрированы в официальном браке. Также может обратиться мама ребенка, которая не состоит в браке с отцом ребенка, и отцовство в отношении ребенка не установлено. Также важно знать, что государственная регистрация рождения производится по месту рождения ребенка или по месту регистрации родителей одного из родителей. Если на регистрацию рождения подходит один из родителей, то обязательно необходимо иметь при себе согласие от отсутствующего родителя на присвоение ребенку имени, фамилии, указание сведений в свидетельстве о рождении о национальности отсутствующего родителя, так как графа «национальность» не является обязательной в свидетельстве о рождении. Государственная пошлина за выдачу свидетельства о рождении составляет 350 рублей. И по результатам рассмотрения заявления, соответственно, органами ЗАГС выдается свидетельство о рождении и справка о рождении, которые в дальнейшем потребуются как раз для получения единовременного и ежемесячных пособий на ребенка. Также в офисах Центра «Мои документы» предоставляется комплексная услуга рождения ребенка. В рамках этой услуги также предоставляется услуга по государственной регистрации рождения, а также услуги по выдаче замене СНИЛСа, назначение выплаты единовременного пособия при рождении ребенка, прием документов на оформление сертификата на республиканский материнский капитал «Семья», выдача государственного сертификата «Материнский и семейный капитал», и прием и выдача документов о регистрации по месту пребывания и по месту жительства, то есть временная и постоянная прописка, и снятие с регистрационного учета по месту жительства в пределах Российской Федерации. И еще одна услуга, входящая в комплекс, это постановка на налоговый учет физического лица. В рамках этой услуги можно получить свидетельство ННН, оформить дубликат или заменить свидетельство.
Так. Далее, ну, у меня все. Далее я передаю слово Алексеевой Марьяне Валерьевне. Она расскажет о том, как описать ребенка по месту жительства. Добрый день. Рада всех видеть. Сейчас я расскажу, как прописать ребенка. Ребенка можно до 14 лет прописывать обязательно по закону по месту жительства родителя, то есть по месту прописки законного представителя. Это получается у нас мама, папа, ну, либо опекун, попечитель, да? При этом не требуется согласие собственника помещения. Допустим, если мама ребенка прописывает по своему месту жительства, по своей прописке ребенка до 14 лет, при этом не является собственником жилого помещения, в этом случае не требуется согласие самого собственника. Для этого требуется свидетельство о рождении ребенка и паспорт матери. Далее, документ на жилое помещение тоже не обязательно предоставляется. Данный документ могут органы власти, в данном случае Управление миграционной службы, да, они могут сами запросить из уполномоченного органа. Также есть понятие прописки постоянные и временные. Если родитель временно прописан, например, там, до 21 года, да, до августа 2021 года, тогда прописывают ребенка, соответственно, тоже до августа 2021 года. Если ребенку исполнилось уже 14 лет, тогда у него появляется право прописаться по иному адресу, чем родители. Например, родители прописаны по одному адресу, мама-папа, а ребенка хотят прописать по месту прописки бабушки. Это допускается, но только после исполнения 14 лет. В этом случае обязательно требуется согласие всех собственников. Они должны подойти с документом, удостоверяющим личность, то есть паспорт, да? Родитель подходит, и сам ребенок также должен подойти с паспортом. Подается заявление, согласие на прописку, мы отправляем в орган, и после прописки орган обратно отправляет нам паспорт ребенка в оригинале, где будет уже отметка о прописке. Допускается без прописки, ну, грубо говоря, ходить без прописки в течение 7 дней. Если пропускается данный срок, тогда придется пройти административную процедуру и оплатить штраф до 3000 рублей. Но если 7 дней уже пропущены, например, вот ребенок без прописки ходит, да, 7 дней пропущено с момента выписки, тогда можно прописаться временно, для этого дается 90 календарных дней. После прописки временно можно также прописаться постоянно и таким образом, ну, например, избежать штрафа. Понятно. Так, давайте теперь расскажу я. Угу. Меня зовут Уварова Анастасия Владимировна, я аналитик МФЦ. Если у вас есть ребенок, вы можете претендовать на пособие выплат. Если у вас детей пока нету, то просто как информацию в будущем. Да? Если у вас появится ребенок, так или иначе вы получаете какие-то выплаты. Неважно, доходы у вас есть, нет и так далее. Все равно, если рождается ребенок, полагаются определенные выплаты при рождении, по уходу, там, при рождении первого ребенка, при рождении ребенка в браке, до 3 лет и так далее. Их очень много. Каждый рассказывать я сейчас не буду. Хочу уточнить один вопрос. Есть ли у вас регистрация на портале госуслуг? Если вы зарегистрированы на портале госуслуг, госуслуги.ру, значит, половина ваших проблем уже решена, потому что все выплаты и пособия можно подать электронно, и оформить их можно тоже электронно.
Если вы еще не зарегистрированы на портале госуслуг, рекомендую зарегистрироваться. Теперь подтвердить учетную запись можно через Сбербанк онлайн, либо же в любом удостоверяющем центре можно обратиться в МФЦ за подтверждением. Если регистрация на портале госуслуг, она достаточно простая, это не Инстаграм, и если человек имеет страничку в Инстаграме, то зарегистрироваться на портале госуслуг очень просто. Так, про каждое пособие рассказывать вот раздельно, наверное, сейчас не стоит. Если у вас будут вопросы, я потом добавлю. И хотела еще уточнить, есть среди слушателей семьи с детьми, вот у которых уже есть дети? Да, есть. В данное время у меня девочка по видеосвязи здесь сидит, слушает, у нее нет возможности выйти через Zoom. Она с ребенком лежит в больнице. Ребенку исполнилось на месяц, только 21 декабря выдадится свидетельство о рождении. И то есть получается у нас самый главный вопрос о том, что как вот, какие выплаты по рождению, потом оформление дальнейшего пособия. Все выплаты и пособия, в принципе, можно посмотреть на сайте МФЦ. Все выплаты и пособия, как я уже сказала, можно оформить электронно, если есть учетная подтвержденная запись на портале госуслуги, она подтверждена. То есть, когда вы заходите на портал госуслуг, там будет видно, что учетная запись подтвержденная. Если она родила ребенка, тут зависит от многих нюансов. Работает она, учится, есть муж, в браке состоит или не состоит. То есть у каждой выплаты, скажем так, свои требования. Но в любом случае, если это у нее первый ребенок, будем исходить из этого, то ей полагается единовременное пособие при рождении ребенка, пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет. Она может претендовать на ежемесячное пособие на ребенка, единовременную денежную выплату молодым семьям, единовременную денежную выплату при рождении ребенка, ежемесячную выплату в связи с рождением первого ребенка, а также материнский капитал. Про материнский капитал нам расскажет Марианна Валерьевна. Какие виды материнских капиталов есть? Мы хотели бы немножко, если вы могли бы нам уточнить, то есть получается у нас, мы являемся студентами, то есть ушли на академический отпуск. Мы оформили академический, не замужем, первый ребенок. Нужно смотреть документы, установлено отцовство на ребенка или нет, и сколько. Нет, не установлено. Свидетельство о рождении, прочерк. Свидетельство о рождении будет прочерк, но свидетельство о рождении будет готово только 21 декабря. Ну, после 2020. после получения свидетельства о рождении ребенка, как Марианна Валерьевна рассказала, ребенка нужно будет прописать, потому что некоторые выплаты и пособия назначаются только в том случае, если ребенок постоянно прописан. А прописать можно совместно с одним из родителей, то есть мама может прописать совместно с собой этого ребенка. Сразу же следующий, получается, наводящий вопрос. Прописать прописку у нас в Оленьке, в доме, который сгорел давным-давно. То есть, получается, на круглая сирота, и они были с матерью прописаны в этом доме, получается, после смерти матери дети были переданы бабушке с дедушкой, но прописку им не поменяли в том случае. И, получается, после этого, когда они уже проживали с бабушкой и дедушкой, тот дом сгорел, но прописка за девочками осталась, хотя этого дома давным-давно нет. Сейчас новорожденного ребенка прописывать в том же сгоревшем доме, которого не существует? Нет, это невозможно, потому что будут запрашивать сведения, и будет выявлено, да, то, что дома уже нет. В этом случае отказ прописки. В этом случае у нас, видите, сразу создаются следующие проблемы, то есть мы от многих выплат лишаемся. Пожалуйста, есть куда прописаться, да, матери и ребенку? Нет. Ну, в таком случае можно попробовать, конечно, подать заявление. А вы не в курсе, дом с регистрационного учета не снят еще или уже снят? Насчет этого точно не могу сказать. Если дом не снят, то может так, конечно, получиться, что пропишут ребенка, но это в целом неправильно, да? На несуществующий дом нельзя прописывать ребенка. Ну и человек также не должен быть там прописан.
Поэтому, нужно будет найти, родственников нету, круглая сирота, сказали, да? Круглая сирота, да. В любом случае нужно жилое помещение, куда пропишутся и мать, и ребенок. Одновременно это можно. Вот она, мама у нас на связи по телефону. А сколько лет маме? Маме 18. 18 лет уже есть. Мгм. Она находится в городе Якутске? Сейчас в данное время она находится в городе Якутске, инфекционной больнице. Мгм. То есть она для того, чтобы прописать ребенка, должна поехать в Оленёк и прописать там, потому что у нас прописка осуществляется только по месту жительства. То есть она не сможет подать документы в городе Якутске для того, чтобы прописать ребенка в Оленёкском районе. У нее есть два выхода. Либо она прописывается постоянно или временно в городе Якутске совместно с ребенком у родственников, знакомых, либо она не прописывает ребенка и оформляет просто единовременную выплату при рождении ребенка, ежемесячное пособие по уходу за ребенком, хотя тут вряд ли. Она может ребенка просто временно прописать и себя тоже временно прописать. Я так поняла, что постоянная прописка у нее есть, и в любом случае она может оформить выплаты, такие как, допустим, айсеновскую выплату на первого ребенка, там прописку ребенка не смотрят, но для некоторых выплат будут смотреть постоянную прописку ребенка в том числе. И вот первичные выплаты, чтобы получить, она, если постоянно сама прописана, она их сможет оформить. Месячное пособие при рождении ребенка, молодым семьям, не, молодым семьям тоже посмотрят прописку ребенка, она сможет оформить единовременную выплату в связи с рождением первого ребенка. То есть 2 выплаты она точно сможет оформить, остальные выплаты будут смотреть прописку ребенка. Она может прописаться временно на срок, допустим, на 1 год, и тогда она получит другие выплаты. То есть по каждой услуге нужно смотреть, и, как я уже сказала, прописка все равно нужна будет. Если она постоянно сама прописана, какие-то выплаты она все равно получит и имеет на это право. Но ребенка нужно будет прописать совместно с собой, либо временно, либо постоянно. Если она уезжает обратно в Оленёкский район, она может прописать ребенка там вместе с собой, в том доме, если дом не снят с учета. Тогда у меня будет вопрос, можно задать? Да, задавайте, конечно. Дело в том, что если она является сиротой, она должна состоять в едином государственном реестре на получение жилой площади. И в каком городе она состоит. Если она состоит в Оленьке, они могут же дать справочку о том, что мать в данном случае состоит у них на получение жилья, и воспользоваться вот этой справочкой, чтобы она получила пособие. Для получения пособия она может предоставить любые документы, подтверждающие, что у нее жилья нету. У Министерства труда нет такого, что они отказывают. Ну, они будут смотреть все равно по жизненной ситуации человека, и документы рассматриваться будут не в УСЗН города Якутска, хотя в УСЗН города Якутска одна по факту может быть некоторые выплаты, а в Оленёкском районе Она может эту предоставить, что она состоит в едином реестре, например, в каком городе состоит она. Если не в Якутске, значит в районе она может получить. Потому что у нас есть такая категория детей, которые вообще не имеют где прописаться, из-за этого не теряют пособия, хотя в принципе состоят в едином реестре на получение жилья в разных районах. Но жилье вовремя не получают не по их вине, а по вине тому, что очередь двигается очень медленно. И получается, они теряют социальные поддержки. Вот этот вопрос надо как-то решить обоюдно с Минтрудом. Да, действительно, она состоит на учете в едином республиканском реестре. Она состоит. Мы пытались как-то перевести, наводили справки о том, что перевестись в город Якутск непосредственно, на что нам сказали, что нужна постоянная регистрация. Если постоянная регистрация в городе Якутске будет, то есть противоречит закон сам себе, где она получит эту постоянную регистрацию, кто ее на постоянном... Да, вопрос сложный. Подскажите, пожалуйста, вот по данному вопросу, да, после получения отказов на предоставление пособий, у вас, в судебном порядке или как-нибудь пробовали решить вопрос? Нету такой практики?
У нас в городе не было такой практики в основном, чтобы в судебном порядке. Но, в принципе, это можно сделать. Это вполне можно сделать. Если действительно уже безвыходное положение, тогда... Ну вот я почему и остановилась на том, что сироты у нас состоят и в едином реестре включены. А по вопросу вы только что говорили о том, что надо прописка в городе Якутске. Прописка не обязательно в городе Якутске, должно быть постоянное место жительства. А место жительства постоянное – это не прописка, это совсем разные вещи. Мы Потому что у имеем... нас были... Ну, есть понятие, вот по месту жительства, это идет именно постоянная прописка, да. Есть понятие место пребывания, это временная прописка, и есть понятие фактическое проживание, ну, где человек фактически проживает. Просто у нас были судебные, я бывший начальник отдела опеки города Якутска, у нас были судебные прецеденты о том, что мы вот на основании того, что нет прописки в городе Якутске, мы не включали в единый реестр. И суд признал неправомерным в связи с тем, что человек работает, например, учится в городе Якутске, но прописки не имеет. Это считается тоже постоянным местом жительства. И поэтому нам было решение суда о том, чтобы включить в единый реестр. По решению суда можно признать место проживания, да, можно такое сделать. Место свидетельства регистрации места По жительства. пособиям точно так же можно признать, если безвыходное положение вот такое. По пособиям можно, конечно, пойти в суд и признать место проживания, что она проживает фактически в городе Якутске. Но это будет и для мамы, с новорожденным ребенком сложно будет оформлять документы, да, ходить там в суды и так далее. Ну, может, как-то в индивидуальном порядке с вами проконсультироваться по этому вопросу действительно прямо, ну, с предоставлением документов, именно вот, чтобы у меня документы перед собой я держала и сразу же отвечала вам на вопросы. Именно по этому вопросу. То, что она рожает, конечно, в городе Якутске, это не место жительства. Фактически она проживает, наверное, в городе Якутске. Она может подать документы абсолютно на все выплаты электронно и направить все документы по месту прописки постоянно, где она постоянно прописана, это Валенёкский район, без прописки ребенка на рассмотрение органа, она может там объяснительно написать, что фактически находится в городе Якутске вместе с ребенком, и может даже приложить справку о том, что вот она на учете состоит. Это будет рассматриваться управлением социальной защиты. По индивидуальным консультациям, мы индивидуальные консультации заявителей не проводим, можно проконсультироваться, позвонив в региональный центр телефонного обслуживания, также проводятся онлайн-консультации, специалисты проводят. Ну и на устной консультации можно проконсультироваться уже с документами. Также есть у нас на нашей базе юридическая помощь, да, консультации юристов. Оформление пособий без прописки ребенка, вот если ребенок Я имею в только виду в родился. судебном порядке, если... Ну, если в судебном порядке будут. К юристу можете обратиться. Настя, у тебя все, да? Да, у меня все, ага. Так, следующее у нас по... Материнские капиталы мы хотели рассказать. Да? Так, ну, с этого года, то есть с 2020 года, да, появилось право получения материнского, ну, государственного, иначе говоря, федерального капитала на первого ребенка. Раньше этот капитал предоставлялся только на второго и последующего ребенка, которые родились после 1 января 2007 года. А с этого года уже материнский капитал назначается и на первого ребенка. Итак, ну для этого сейчас данный материнский капитал оформляется проактивно, начиная с 15 апреля этого года. Что такое проактивно? Это беззаявительное назначение сертификата. То есть не нужно будет подавать заявление. Если у вас есть учетная запись на портале госуслуг, тогда вот на личный кабинет матери поступит сертификат в электронном виде. Кто имеет право получить этот капитал? Имеет право женщина, в первую очередь, гражданка Российской Федерации, которая родила первого ребенка, начиная с 1 января 2020 года. При этом тут прописка не нужна, подчеркиваю, да? То есть
Если даже нет ни временной, ни постоянной прописки, все равно вот мама, родившая ребенка, начиная с 1 января 2020 года, которая является гражданкой Российской Федерации, уже имеет право на получение этого сертификата. Сумма сертификата, размер 466 600. Извиняюсь. Также может отец ребенка оформить, только в том случае, если мать ребенка лишена родительских прав, либо она, ну, к сожалению, погибла, умерла. Только в этом случае. Также есть материнский капитал на второго и последующего ребенка, которые родились, начиная с 1 января 2007 года. В данном случае размер материнского капитала, если вот второй ребенок, право возникло до этого года, то есть по 31 декабря 2019 года, в этом случае сумма капитала будет равняться 466 617 рублей. Но если второй ребенок родился в этом году, начиная с 1 января 2020 года, в этом случае размер сертификата равняется 616 тысяч, сейчас точно вам скажу, 616 617 рублей. После получения сертификата можно уже распорядиться материнским капиталом, но там есть также нюансы, то есть на некоторые направления требуется достижение ребенком 3 лет, а по некоторым направлениям не требуется достижение ребенком 3 лет, то есть можно с момента рождения, с момента получения сертификата уже распоряжаться. Направление материнского капитала – это у нас улучшение жилищных условий, на пенсию мамы можно направить средства, на приобретение средств для детей-инвалидов можно направить, на также, ну, если это второй ребенок, на ежемесячные выплаты до 3 лет и на образование ребенка. У меня все. Так, я хотела добавить про материнские капиталы региональные, то есть в любом случае при рождении 1, 2, 3 и последующих детей полагается материнский капитал. Материнский капитал на 1 ребенка есть, на 2 ребенка есть и на 3 ребенка есть. Кроме федеральных материнских капиталов есть еще и региональные материнские капиталы. Выдаются они при рождении 2 ребенка и 3 ребенка. Если 2 ребенок рожден после 1 января 2019 года, а на 3 выдают уже с 2011 года. Размер у них разный, 139 тысяч и 184 тысячи рубля. Также можно их потратить по разным целям. На 2 ребенка можно потратить на улучшение жилищных условий, на адаптацию, интеграцию детей-инвалидов и на образование. А вот на сертификат семья на 3 ребенка, там уже направлений очень много. Там можно потратить на приобретение транспорта, на развитие личного подсобного хозяйства и так далее. Так. Еще мы хотели добавить про утерю документов. Что делать, если потеряли документы? Так, ну, как вы знаете, ну, наверняка вам объясняли, да, что документы это, ну, они очень важны, и к ним нужно бережно относиться, да. Ну, как говорится, без бумажки ты букашка, да, так говорят. Вот, но бывают случаи жизненные, неприятные, да, когда документы теряются, либо повреждаются, например, при пожаре. И в этом случае можно их восстановить. Паспорт гражданина Российской Федерации можно восстановить через портал госуслуг. То есть через центры «Мои документы» на
по утере паспорта мы заявление не принимаем. У нас прием ведется при первичной выдаче паспорта, то есть при достижении 14 лет, при достижении замены паспорта при достижении 20-45 лет, когда меняют установочные данные, это фамилия, имя, отчество, дата рождения и место рождения. Ну и при обнаружении ошибочности, при непригодности паспорта, при изменении внешности и при изменении также пола можно у нас поменять. Но по утере в центрах «Мои документы» не ведется прием. То есть нужно будет обратиться непосредственно в орган. Для этого обязательно требуется подтвержденная учетная запись на портале госуслуг и необходимо записаться на прием. Через портал госуслуг вы подаете заявление, и орган вас приглашает в определенное время, ну и в определенную дату. Также СНИЛС, при утере СНИЛСа можете через нас подать заявление на восстановление. Это будет получение дубликата СНИЛСа. Для этого требуется паспорт. А если ребенку восстанавливается СНИЛС, тогда законный представитель подает заявление, это родитель, да, его паспорт и свидетельство о рождении ребенка. А если для себя нужно восстановить свой СНИЛС, да, взрослому человеку, в этом случае подходит только с паспортом. Так, я хотела бы еще добавить, да, что в офисах Центра «Мои документы» также можно получить повторное свидетельство или дубликат свидетельства о регистрации акта гражданского состояния. То есть, например, если вы потеряли или повредили свидетельство о рождении или свидетельство об установлении отцовства, то, обратившись в любой из офисов Центра «Мои документы», можно подать заявление на получение дубликата. В наших офисах эта услуга предоставляется по экстерриториальному принципу. Это означает, что независимо от того, где гражданин зарегистрирован на территории республики, и независимо от того, в каком органе ЗАГС на территории республики составлена актовая запись и оформлено свидетельство, можно заказать, то есть дубликат можно заказать в любом офисе Центра «Мои документы». Государственная пошлина за выдачу повторного свидетельства составляет 350 рублей. И также можно заказать архивную справку из ЗАГС. В этом случае госпошлина составит 200 рублей. Так, и я, кажется, выше оговорилась, когда рассказывала о регистрации рождения, да, свидетельство о рождении выдается бесплатно, то есть госпошлина не предусмотрена. У меня все. Так. Еще хотела добавить пару слов об оформлении электронных документов. Как я уже ранее говорила, требуется учетная запись на портале госуслуг. Регистрироваться там очень просто. Нажимаете кнопку «Зарегистрироваться». И после заполнения всех данных и проверки данных необходимо подтвердить учетную запись. Это можно сделать в любом отделении Центра «Мои документы». Также можно сделать через Сбербанк онлайн. Обычно студенты обращаются в МФЦ для получения справки на социальную стипендию. Справку на социальную стипендию можно оформить электронно на портале beta.e-yakutia.ru. Там предоставляются все услуги Министерства труда, и на все услуги можно подать заявление электронно с прикреплением документов. Так. А если есть вопросы еще, можете задавать. У нас все, что хотели сказать. Тут в чате Алексей пишет. Какая-нибудь помощь на лечение сирот? Есть ли?
Мгм. На лечение А сирот. какой... На лекарственные средства? У меня вопрос, сколько ему лет, сироте? До 23 лет предусмотрено санаторно-курортное полностью лечение и 21. диспансер. 21. Это ему нужно обратиться в свой отдел опеки, где он зарегистрирован, и там в отделе опеки этот вопрос решат. Но в функциональном центре такой услуги нет. В отдел опеки Мгм. пусть обратится. И я хочу еще дополнить, вот эта женщина, которая обращалась, что девочка родила, она относится к категории детей-сирот. Обязательно нужно написать заявление в учебное заведение, сохраняются все все гособеспечение, все полностью, все денежные средства сохраняются на период академии отпуска ее, чтобы она обратилась обязательно. Потому что некоторые не обращаются и не знают. Спасибо большое. Мы написали уже тогда заявление. Сейчас ждем свидетельства о рождении, чтобы приложить. Спасибо вам тоже. Мгм. Очень приятно было пообщаться. До свидания. Все тогда, да? Больше вопросов нет? Мгм. Вроде бы нету вопросов, да? Мгм. Вот девушке, которая родила, да, на сайте МФЦ есть вкладка по рождению ребенка. Она находится справа, называется «Мой помощник». Аня, Узнай её назвали перечень документов. «Узнай перечень документов». Она может посмотреть по своей жизненной ситуации документы там, если она является матерью-одиночкой, у нее свидетельство о рождении будет прочерк. Не так много потребуется, справка потребуется с ее места учебы на оформление вот выплат. Да, на некоторые выплаты просто она должна будет подать заявление с реквизитами и со свидетельством о рождении. Как я уже говорила, все услуги можно оформить электронно. Надеюсь, у нее есть регистрация на портале госуслуг, подтвержденная учетная запись, и через БЭТА-Е Якутия она подает заявление в Оленёкский район по месту постоянной прописки. Можно еще рассказать бета-Е? Да, я сейчас направлю вот модератору ссылку на портал, чтобы она вам уже ссылку отправила. Можно еще в этот чат отправить? Я не Ну, смогу, наверное, отсюда можно еще в копировать. этот чат отправить смогу. Тогда я отправлю. Мгм. Насчет квартир будете Так. говорить? Квартиры это ага, в МВЦ, получается, в реестр. У них такой услуги нету. Это надо уже отдельно. Так. А именно, какой вопрос интересует, Алексей? Вопрос, короче. Вот квартиру же выдают, дают, как бы сказать, не сразу собственность, а 5 лет дают на протяжении проверочного, типа, как мне сказали в опеке. Я вот хотел узнать, вот, допустим, за 5 лет может быть такого, что они могут продлить? Да, в законе это предусмотрено. Если посмотреть федеральные законы наши республиканские об обеспечении жильем детей-сирот, значит, вы получаете квартиры эти, как вы сказали, на 5 лет. За это время орган опеки за вами наблюдает, как вы социализируетесь, как вы живете, какой вы образ жизни ведете. И если будут какие-то нюансы, что видят, что вы не справляетесь, сами не сможете решать все эти вопросы, значит, у органа опеки есть такое полномочие продлить еще на 5 лет договор с вами. Не социальный договор. Ясно, спасибо большое. Пожалуйста. Но я надеюсь, что у вас все хорошо будет, нюансов никаких не будет, поэтому по достижении 5 лет уже сможете все сделать. Ну да, надеюсь. А если больше вопросов нету, то
Давайте поблагодарим специалистов многофункционального центра за информацию и очень подробные разборы и ответы, да? Угу. Спасибо Так за что, вопросы. Спасибо за внимание. Благодарим за участие. Спасибо. Спасибо большое. Всего доброго. До Всё, свидания.